Всем доброго утра. С 24 мая в поликлиниках и мобильных пунктах вакцинации Башкортостана можно привиться вакциной Ковивак. Напомним, препарат Ковивак разработан Федеральным научным центром имени Чумакова. Теперь вакцин много. Их уже 3 вида, доступны для нашего населения. Но и хочется понять, чем они отличаются, какая из них может быть наиболее эффективной. И об этом нам расскажет наша гостья. Гюзель Габитова, заведующая отделением иммунопрофилактики населения Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Здравствуйте, Гюзель Римовна, рада вас видеть. Доброе утро. Во-первых, давайте-ка начнем вот с чего. Вакцинироваться нужно? Вакцинироваться, конечно, нужно. На сегодняшний день коронавирусная инфекция – это заболевание, от которого вакцина разработана. И она, конечно, эффективна. И мы надеемся, что массовая вакцинация населения, которая у нас сегодня проводится в стране, в республике, она все-таки поможет снизить заболеваемость коронавирусной инфекции, да, разгрузить учреждения здравоохранения и, естественно, да, вот, сохранить эпидемиологическое благополучие. Вернуть нас к привычной жизни. Да, может, мы наконец когда-то снимем маски, да, и заживем нашей привычной жизнью. Ну, то есть, условно говоря, человек, который привился, он, в принципе, уже может, наверное, ходить без маски, да? Ну, есть такое мнение, что человек, который привился, сам не болеет, но может передавать вирус другим. Но вот сложно сказать, но на сегодняшний день режим масочный, он у нас все-таки для всех. В том числе и для привитых лиц. Ну вот у нас есть 3 вида вакцины, доступны для нашего населения. 3 вида или 4, кстати? На сегодняшний день у нас в республику поступило 3 вакцины. Но насчет доступности здесь все-таки это выражение спорное, потому что Ковивак, который к нам вот поставлен новый, да, в очень маленьком количестве. То есть у нас вот на сегодняшний день поставлено порядка 400 тысяч вакцин для населения взрослого. Да, у нас прививается только взрослое население. Мы планируем охватить 60%, это 1 900 000 человек у нас взрослые, ну, может, чуть меньше, да, с учетом переболевших, то мы на сегодняшний день получили на 20% для этого населения, да, 390 тысяч вакцин, и из них вакцина Ковивак это всего на 2340 человек. И 12 150 доз это вакцина Эпивак Корона. То есть выбора практически, вот он вроде есть, но в то же время его нет. Да. Основная масса всех поставленных вакцин это у нас Гамковид-Вак. Спутник, да, потому что у нас даже по количеству производимой вакцины на сегодняшний день это все-таки лидер, да, в стране. У нас сколько предприятий производит эту вакцину. И одно предприятие «Вектор» – это Эпивак Корона, и Институт Чумакова – это Ковивак. Знаете, вакцины. Но принцип действия же у них у всех одинаковый. Ну, они сами по себе разные вакцины, да. Вот, допустим, Ковивак, да, многие ее ждут, это все-таки инактивированная вакцина, которая содержит убитый вирус. Вакцина Гамковид-Вак и Эпивак Корона основаны на других принципах. Да, Эпивак Корона – это пептидная вакцина, Гамковид-Вак – это вакцина, вот сами знаете, да, содержит 2 компонента к разным белкам оболочки вируса. И на сегодняшний день это, можно сказать, вакцина, которая состоит как бы из 2, да, вакцин, вот если популярно объяснять. А Эпивак Корона и Ковивак делается двукратно, но делается одна и та же прививка, только с интервалом 2 недели. Господи, как все это сложно. Послушайте, вот вы знаете, люди же сидят, смотрят, ищут какую-то информацию, и кто-то за Спутник В, потому что эта вакцина появилась раньше всех. Дольше всех она используется. Опыт есть, да. Вот с сентября мы начали ее, можно сказать, использовать, да, первые 42 дозы у нас в сентябре поступили, а потом уже с декабря, вот практически полгода у нас вот сначала масштабная вакцинация была, теперь массовая вакцинация. На сегодняшний день это у нас самая, ну, даже по количеству, да, популярная вакцина, и по опыту использования, вот мы видим на привитых лицах, в том числе и на своих коллегах, родственниках, что вакцина реально работает, на нее формируются антитела в таком достаточно хорошем защитном титре. И она, эта вакцина, вот на мой взгляд, она такая самая универсальная. Во-первых, она у нас используется без ограничения возраста, от 18 лет и выше. Вот Ковивак, например, которую вот все долго ждали, да, возрастные пациенты, у нее все-таки по инструкции есть ограничения от 18 до 60 лет. Это все-таки вот уже не всем, да, ограничения для какой-то категории пациентов. Если взять, допустим, Эпивак Корону, то там на первом месте, естественно, стоит противопоказание злокачественное новообразование крови, да, заболевание крови.
то есть здесь уже вот Агам Ковид-Вак, спутник, это все-таки, мне кажется, самая такая универсальная вакцина, потому что даже с какими-то хроническими заболеваниями, с онкологическими заболеваниями, при разрешении специалиста, да, лечащего врача, все-таки с какими-то оговорками можно каждому человеку рекомендовать, да, вот если длительная ремиссия заболевания, все-таки если лечащий врач рекомендует вакцинацию, то можно привиться. Да. Здесь, конечно, нужно уже смотреть риск чего выше, да, прогрессирование заболевания основного или риск заболевания коронавирусной инфекцией. Все индивидуально. Еще пару дилетантских вопросов, с вашего позволения. Ну, во-первых, а что дает вакцина? Неужели человек не заболеет в течение следующего года? Иммунитет, да, но это же вакцина. Это у нас от многих заболеваний, да, есть вакцины, да. Прививки делаем мы вот с первого дня жизни в роддоме, да. И, естественно, прививка, она у нас способствует. Вот если взять коронавирусную инфекцию, да, 100% никто не гарантирует, что привитый не заболеет. Да. У нас все-таки прививка, она не защищает 100% именно от заболевания. Да? Точно так же, как грипп. Да. Но кто привился, он все-таки заболевает не в такой сложной, тяжелой форме. Да? Естественно, этот пациент, как правило, до ИВЛ не доходит до госпитализации в реанимационное отделение. Может, даже перенесет, если чисто вот в легкой форме, да, при амбулаторном наблюдении это пройдет. Но в любом случае прививки, они вот, мы же стараемся еще ведь массовый иммунитет, да, коллективный, да, с помощью прививки создать. То есть если мы большое количество лиц привьем, да, как правило, это и грипп, и коронавирусная инфекция, 60%, то коллективный иммунитет не позволит даже инфицироваться тем, кто не привился. Точно так же, как с гриппом. Себе этого позволить. Есть же и такая категория населения. Да, потом у нас ведь есть лица, которые не подлежат вакцинации. Те же самые беременные, допустим, да, женщины на грудном вскармливании, дети до 18 лет. То есть с помощью вот этого коллективного иммунитета мы можем защитить их. То есть лиц, которые у нас не прививаются. Ну вот вопрос, да, сейчас вот очень жарко, такая погода у нас устоялась, летний период. Является ли это ограничением для того, чтобы ставить прививку? В принципе, если вот эта жаркая погода не способствует, допустим, прогрессированию каких-то хронических заболеваний, да, то, в принципе, почему не привиться? На сегодняшний день все-таки у нас вот вакцина «Спутник», она поступает стабильно тогда, скажем, может быть, в каком-то вот недостаточном, конечно, количестве, но, в принципе, медицинские организации обеспечены, и все могут записаться, да, даже на какое-то ближайшее время, если это не сегодня, то записаться на вакцинацию. До сезона гриппа ОРВИ все-таки лучше привиться? Да, лучше привиться, потому что на сегодняшний день у нас коронавирусная вакцина не делается совместно с другими. Интервал 1 месяц мы должны соблюсти. И в завершении, как вы считаете, ваша личная точка зрения, почему люди так боятся делать вакцину? Ну, здесь у всех разный опыт жизненный, который позволяет делать какие-то свои выводы. Да? У кого-то, может, личный неудачный опыт вакцинации от других инфекций, да? Или наблюдения, да, за другими. У кого-то вот... А кто-то начитался статей в интернете. Это, мне кажется, категория мамочек, которые детей не прививают. Есть категория людей, которые считают, что это их не коснется. То есть, а может коснуться. Поэтому лучше все-таки перестраховаться и сделать прививку. Спасибо вам большое, Галина. Это интересует абсолютно всех сейчас. И это касается каждого. Да, так или иначе. Каждого в мире, не в республике, даже не в России. Вам хорошего дня, терпения, работа у вас сложная. Здоровья, конечно же, здоровья всем нам.